Вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Дарья Крайленкова. Здравствуйте. Молодежь играет все более заметную роль в развитии республики. Они реализуют социальные проекты, занимаются наукой, добровольчеством, спортом, создают семьи и строят профессиональную карьеру. Вместе с этим меняются и задачи государственной молодежной политики. Сегодня мы поговорим о том, какие возможности сегодня создаются для молодежи Якутии, какие проекты реализуются в республике и какие направления работы являются приоритетными. Наш собеседник – министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия Петр Шамаев. Петр Витальевич, здравствуйте. Добрый день. Если говорить о современной молодежи, какие сейчас запросы, потребности сегодня наиболее актуальны, и как они изменились, если смотреть за последние годы? Наша молодежь, она очень активная, очень талантливая, открытая и честная. И я думаю, у нас самая лучшая молодежь. И по нашим последним исследованиям, которые мы проводили, молодежь ставит перед нами несколько вызовов, которые мы должны как правительство решить. Это, во-первых, возможности для самореализации. Молодым людям очень важно самореализоваться. Хотят, чтобы были площадки, хотят, чтобы были возможности не только в городе Якутске, но и на всей территории нашей республики. И это очень большой вызов, мы должны ее решить и решаем на сегодняшний день. Второй – это интересный отдых, досуг. Сейчас мы работаем над тем, чтобы везде был высокий интернет, высокоскоростной интернет. Ну и, конечно же, стараемся работать с местными администрациями для того, чтобы было понимание. Вот, например, построили спортивный зал, и все думают, что досуг решен в сельском месте. На самом деле, если у нас есть спортивный зал, то надо думать о внутреннем наполнении, может быть, йога, может быть, фитнес какой-то, какие-то новые подходы. И это является на самом деле основным моментом, критерием, когда молодой человек хочет переехать в тот или иной населенный пункт. Ну и, конечно же, хочется, чтобы были интересные места, места сбора, для того, чтобы реализовывать свои проекты, места отдыха, может быть, какие-то кафе, для того, чтобы прийти там, отдохнуть, или же компьютерные клубы. И не только, я еще раз повторяю, это должно быть в городских поселениях, но и в сельских тоже. И на третьем месте у нас стоит это размер зарплаты и профессиональное образование, развитие молодого человека. Молодой человек смотрит, конечно же, на размер будущей зарплаты, хочет, чтобы оно соответствовало тем стандартам, которые у нас на сегодняшний день есть. Ну и, конечно же, развитие определенное для того, чтобы развиваться, достигать каких-то успехов, для того, чтобы были конкурсы, какое-то тоже развитие. Ну и отдельно стоит вопрос жилья. Жилье у нас является тоже основным моментом для того, чтобы молодой человек закрепился в том или ином районе. Поэтому это очень важное направление. Очень важно, чтобы строительство было не только в городе Якутске, но и в сельских поселениях, для того, чтобы молодые люди могли в начале трудовой карьеры жить в каком-то маневренном фонде, социальном, иметь социальное жилье для того, чтобы был свой уголок. А какие сейчас направления именно молодежной политики в республике сегодня являются именно ключевыми, и какие задачи сейчас стоят перед министерством? Несколько ключевых направлений. Первое, конечно же, это патриотическое воспитание. Второе – молодежная политика. Третье – это работа с общественными организациями. У нас в названии есть социальные коммуникации, да? И мы должны по всем этим направлениям отрабатывать максимально для того, чтобы наши молодые люди видели эту работу. Очень важно понимать по патриотическому воспитанию, понять, что такое патриот. Да, мы ответили для себя на этот вопрос и стараемся, чтобы у нас молодые люди на выходе из школы, в детском саду, из образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, чтобы был человек, любящий Родину, всесторонне развитый, как говорится, работающий на своем направлении профессионально. Петр Витальевич, какие сейчас направления молодежной политики республики у нас сегодня являются ключевыми? Может быть, какие-то задачи стоят перед министерством? Можно про это рассказать?
В прошлом году был принят очень важный документ. Это стратегия реализации молодежной политики до 2030 года. Это документ всеобъемлющий, он объединяет в себя все направления, в которые вот задействованы наши молодые люди, объединяет усилия не только министерств, но и районы, образовательные учреждения, общественные организации, ну и молодежь. Это очень, на мой взгляд, полезный документ, который появился очень вовремя, и надеемся, что он в ближайшее время уже будет давать какие-то результаты. Среди ключевых направлений, которые мы туда включили, это добровольчество, патриотическое воспитание, поддержка молодых семей, что немаловажно, конечно же, ну и профессиональное развитие наших молодых людей для того, чтобы ребята могли развиваться и могли приносить пользу нашей республике. Это самое важное. И стратегия ориентирована на то, чтобы запросы реальных, молодых людей реально изменялись. Мы будем ежегодно смотреть, мониторить, проводить исследования, насколько мы идем правильно и можем ли мы, получается, какие-то изменения внести для того, чтобы помочь молодым людям самореализоваться, найти работу и, конечно же, этим самым принести пользу нашей республике. Патриотическое воспитание является одним из направлений, да, главных, как вы сказали. Сегодня какая организована работа в этом направлении? Патриотическое воспитание у нас делится на несколько направлений. Это патриотизм, волонтерство. Это ключевые точки, на которых у нас организовывается работа. Очень важно понимать, кто такой патриот. Ну и волонтерство — это, все прекрасно понимают, это безвозмездная работа во благо людей. Волонтерских организаций у нас очень много. Мы поддерживаем их силами грантовой поддержки, ресурсными центрами. Стараемся, чтобы молодые люди заходили, школьники особенно, заходили в волонтерские движения, которые помогают нашим ребятам в проведении специальной военной операции. Наши волонтеры очень активно участвуют везде, начиная от пожаров, которые у нас ежегодно бывают в районах, заканчивая паводками или какими-то вопросами, которые возникают среди людей, которые не могут решить свои бытовые возможности. Поэтому в этом плане у молодых людей для работы есть большой простор, на мой взгляд. И, конечно же, будем перестраивать работу для того, чтобы ребята понимали, что герои живут среди нас. Очень простой пример. Заходим в школы, и там есть доска почета обычная, да, ими гордится школа. И обычно это те люди, которые уехали куда-то и добились каких-то успехов. На самом деле мы сутевую наполненность будем менять и давать рекомендации для того, чтобы в досках почета стояли люди, которые живут в данной сельской местности. Это может быть возвращение к истокам. Да, если мы посмотрим назад, во времена Советского Союза в каждом селе был свой передовик. То же самое должно быть здесь. Ребята, школьники должны видеть героев рядом с вами, с собой. Какие сейчас условия сегодня создаются в республике для того, чтобы молодые специалисты могли реализовать себя в Якутии? Инструментов очень много, поддержки на самом деле очень много. Но если привести пример, то только по части медицины у нас есть целевое обучение, и мы смогли выделить 90 целевых мест для того, чтобы ребята могли бесплатно получить образование, а потом прийти в то место, куда отправит Министерство здравоохранения по мере необходимости данного специалиста. Таким образом, мы в прошлом году трудоустроили порядка 1010 молодых людей. Ну и, конечно же, есть программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Таким образом, тоже мы помогли 870 специалистам найти работу в сельских поселениях. Это тоже неплохой показатель. И такие направления есть почти в каждом министерстве. Будь то Министерство по физической культуре, Министерство образования. Это ключевые направления, где есть определенный кадровый голод в сельских местностях.
Ну и, конечно же, при этом мы не только ограничиваемся такой работой, я уже рассказывал о том исследовании, которое мы проводили, и мы стараемся ответить на вопрос самореализации. Вот есть у нас в городе Якутске открыт в прошлом году, в декабре, молодежный центр «Патриот». Вот такого рода молодежные пространства мы будем открывать и в других населенных пунктах, административных центрах. Не такого, может быть, не такое большое здание, а какие-то пространства для того, чтобы молодые люди могли собираться, находить своих, скажем так, людей. Какие возможности сегодня есть у молодых людей, которые хотят заниматься добровольчеством, общественной деятельностью, вступить, может быть, в молодежные организации в Якутии? Возможностей очень много. Волонтерские организации имеются в каждом районе, есть штабы, мы вместе, туда можно подойти, и никого, как говорится, не прогонят, найдут работу, которая по силам любому молодому человеку. Для ребят, которые в городе Якутске, помимо волонтерского центра, есть еще и такой хороший проект, как «Молодежный десант». Данное направление было инициировано общественными организациями, землячество республики, первичная профсоюзная организация студентов, волонтеры Якутии, Молодая гвардия Единая Россия. Очень много общественных организаций, и ежегодно мы стараемся помочь максимальному количеству людей. Ребята охотно соглашаются. В этом году ездили в Горный район, Хангаласский район, Вилюйский район, Намский район, Усть-Алданский район. Последнее место это было Татинский. Сегодня еще и существует большое количество грантовых конкурсов, форумов, образовательных программ. А какие возможности доступны молодежи Якутии и с чего стоит начать тем, кто хочет, может быть, реализовать собственную инициативу? Идеи, когда у кого-нибудь есть. Мы все-таки республика, которая на Дальнем Востоке по грантовым инициативам и привлечению денежных средств из федеральных грантовых конкурсов являемся первыми на Дальнем Востоке. И, можно сказать, в какой-то мере соревнуемся уже с Центральной Россией. Я бы посоветовал, конечно же, начать с грантов главы республики, потому что это самый такой доступный грант. У нас здесь сумма, конечно, не очень большая, но опять-таки средний выигрыш по гранту составляет около 1 000 000 рублей. В этом году мы тоже будем проводить этот конкурс. И когда наши общественные организации, их порядка 3000, мы со всеми на контакте, обзваниваем каждого лично и объявляем, рассказываем то, что скоро будет проводиться конкурс. Зовем и учим ресурсными центрами, как делать гранты. Ресурсные центры у нас есть в каждом районе, и, соответственно, люди заходят со своими проектами и учатся, как участвовать в таких конкурсах. И, конечно же, потом наши общественные организации мы сопровождаем до стадии отчета. И, конечно же, после этого уже заводим федеральные гранты. У нас ПФК, Фонд культурных инициатив. В прошлом году у нас было порядка 303 заявок. Из них выиграло порядка 15 или 16 общественных организаций и привлекли 47 миллионов рублей. И эти деньги федеральные, они все тратятся на уровне общественных организаций по всей территории нашей республики. Что немаловажно, в это сложное время, трудное время, наши общественники помогают развивать, самореализовываться и быть полезными нашим жителям. Спасибо, Петр Витальевич, что рассказали такую подробную информацию. Надеюсь, инициатив, проектов от молодежи станет еще больше. Спасибо. Я напомню, что это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.